Хакараны көрәчүләр өрөгөй аренаттан биһиги дә быһа холбону бут сагланна бу агаяк минута аннара түтүгәр сарсыр да ончастан ытылдыбыт барылан кирсилер түмүктәннеләр дә биһиги олданнан олорон үгүс күрәндәк хапсыгылары сәргән көрдүбүт онутан билеген каралан көрдөрөкбүт онутан бу саха АССР РСФСР СССР үтөләк тренера Дмитрий Петрович Коркин сырды карехигер ытылдар 10 бехис төгүлүн народтар икки ардыларнағы турнирга сүйіз тоғуғантан тақса кыттачы кәллә опсая 10 үздойдуттан онатын тәриячилер бұйылғы турнирга төхөкаларынан тустулақ дойдылары ыңыраға татылар ол күрдік Иран, Азербайджан, Индия, Болгария, Казахстан, онтон дағаны атын, онтон билен тұрар Россия сүймердемет хамандата әдердерге дағаны әме лидердері бігі бүгінгі көберге көріөк бүд. Бүгінгі тәрәхіңе Олус әлбаққы тачы кәлін манна аренаға кәлін көрдім. Онытын санатабын бұ билет атытыттан кейбіт қарчы анал жайыға сылжар саха байыстарығар анынан ұтылыға. Коркин атынан турнир быйыл апитим курдук уон бәхес төгүлүн ытыллар оннажа бу тәрәхин үгес быхытынан тусту салатын тергенигер тусту салатын иннигер турар Дмитрий Петрович Коркин меңе тахыгар сибекки жөрбөтүн уруттан сагаланна турнир кыттылаактара ыңырылаах ылжыттара судьялара онотон билден турар спортсмендар спортивный общественность бүгүн Дмитрий Петрович ақтан санаан астылар. Наха болком туақ, наха туақ. Осынан наха өте дуғылақ қейді. Тулай өскебет, инегінен болла наха ағанымыз беді. Оғылыру наха тақтыр еді, оғылыру наха ағынар қарағияр білі. Күрі бағай оғылыр келенлер, ұннас қолай өренелдер, жедіріттен өттіріттен дейін. Ұрыстыны ағынан наха ағынар болачы. Кина устан аламаран анараттан бечәттен аламаран бу мен агайды модерен караңга булду токтан кас бидди кадыр айман токтотон төттүр тарманы матайдан хатта кая тустук бурем орон кини бу караңга мен олорон кини бардын көрөр эте манныкынан эриттелен каран определенно надер кадрын аламаран бу каска төттерен бу кас бидди кадыр бат муньян баран бечәттен кинүлете. Саха АССР РСФСР уонна СССР үтүләк тренера, Саха АССР үтүләк учутала Дмитрий Петрович Коркин тыгынчы 900 сүрбагы сыллаққа балаған ыйын бәхес күнігер чурапчы орыюнун кытанақ нәхелегер күн сирин көрбүтә. Тыгынчы 900 жордынаға сыллаққа борғоннауғы хәтті кластақ оскола кеннеттен тыгынчы 901 сыллаққа Жокускай курат 2 нөмердәк осколатыгар үйренмите. Ол кәндеттен Александр Иванович Герцин атынан Ленинградтағы педагогический институту тыгынчы 956 сыллаққа бүтерерігер самбаға спорт мастера атын ылбыта. Бу кәнне түрәбі дөйдетугар ожулуңа нуутча тылын уанна литературатын учуталынан үлеләбіте. Манна көңіл тұстуға секция арыян оскола оғылырын уанна ытчаттары әрчиен барбыта. Соторы кемінен спортивны қайысқалақ интернет осколаны арыйбыта. Бу осколаттан корсын айнынан 404 ағыз тұстук, 115 СССР спордun мастера, 12 андойды кластақ спорт мастера, 4-7 сөз үтілік спордun мастера итілден тақсыбыттыра. Дмитрий Петрович кәргенінен педагогический үлі бәтірәне РСФСР нұротын сырдаты үлетін тойгуна Александр Семеновна Коркиналын Гея Дмитриевна ден учутал кыз оғыну итін тахарбыттыра. Сыллар тухары улуу тренер учутал Дмитрий Петрович Коркин сырды каата аттанан күн бүгін 15 төгілін көңіл тұстуға андойытағы турнир өрі ұйтыллар.
Санадар болақа саха сирен сүймердемет командата Вадим Семенов салалтатынан опсая бұқа берге тоғуон 2 бөғі күтіндара сылжар. Онын жа білеген ағая қапсығыны бігеге ұрытарға саранды бұд. Бұға қолбаны бұтығар бігеға күттігар Дмитрий Петрович Коркин бір бастың итіллячіті Улу Пехлеван. Оны Монреаллағы Олимпиада үрін көміз призера Александр Николаевич Иванов де бахалыста бүгінгі турнир тоқайдақ бара турары бәң түгі әргі көрдің бахалыста. Ото бастан туран бу турнир терәһенә хүддәгә чыгай. Онна ахамы чыгай бу бие хәзрителләр бүгін әлбәхте келлеләр. Онан ки ханаты көтәгәлләр. Атан тоды тахаваллана механа бар бу Дмитрий Петрович Коркин үләтә össä kyskä hönalanan niher. Töhännän yrata dotsännan kyskä hönalanan niher dihanibin. Innägänän bu kuraqta higa dagane kelliler komandalar dagane elbaq kiyina qalbıttara. Tem böyle обычно Олимпийская oyunu bu hayım bittaga di. Innägänän Олимпийская oyunu kendinden участниктер обычно agayaq bolaçılar. No bu hırıga hem bir urukku kurduk hem bir elbaqi komanda kelbin. Anan işe kuraqtahi baraturar. Анда жа қапсығыларға кейрекқа бейітті манна бұл екі қапсығыны талан бұл кәпсияқ болды бұтте. Оны табастатан тұран бұл Константин Капрунов, оны бұл Саян қазырық тұва бәғі хүнкітті кейсейтін жа бәйін қайдақ сайналан тұрағыны. Атын бұл kuraqtahiga бейгіттен наға әлбәғ ол кейді. Әпті тауғынтан тақсаке күтті кейдбет. No töhännen elbäki kiirede otsannan meltaqbit elbäq bolar. Atak bu bihe xabidilani kilila manlık bihe talı olatlar bit ballar. Olar sıxvatkalara billen turar hüddaq işigayдар, ona содержательныйдар. Тағды тақа қалабырыте Константин Капрыновы ыланкар. Но Min hanıyak var bu Kostya bu kuraqtahiga beleme kiybete. Tağdı taqa bu imenna bu skvatka kini kaytarani han kayda. Hepte. Вообще dağını kini kaytaranga bihen hebete, no kini kaytarani han kaytarda. No bili tustari stile kini ana kiri laqtaq sığlaq нападающий стиль ondan kini kayda. Ola taballana bu xanlık para kuraqtahiga нападающий стиль. Это лучшая защита это нападение. Onu biheqa ügüs olattар bitigar ol huaq. Olhin ügüstär bu hüddaq barastay sıxvatlarga kaytırallar. Jonathan bilin salgı me kisser bolladı, Kostya algı kisser onu tugum körünyen nadını, eben nadını enkorduk buna. Jadi naman ngelan kodaka Kostya kimi var gıta tengah, ona даже üçügedik rezultatı ölelir kıhtaval. No betigar uverennes üçügedik kiriyen nada, ona kini tusta kirer bolla dağını tustutun höbilen kiriyaktak. Doğru toxtanda çıkay bakka, haydakta balıhınağa bu 6 minüte heger kini toq paran baratını uğruqtak. Onun kınağını bir de köye geliyor. Onu biri mağıtan anne hambara hıcahının vanlık tutu hambaran biri mağıta hatahını ite kahandağını köye galbat. Hatta. Onun bilgini olatlar Kostya bolbatak bir yağı elbağı olanı. Dazı lider olatlar bitigar onluk var. Onu da bu ikiz kirsibit erdenebat tufşintulga bu Mongolia böğü bu bilin oturtağda erem Pyotr Konstantinov kitta kapsahitun gördübüt. Onutun manna ki sucuyalar baharılarından tümük mandık bolakalı diye kadi. Tümük oto peyce xotoran kabistedi. Manna tutuhan alaqını. Otan etes xvatkını men kakrasa men körbitim. Etergadlı 6 minüteni bu hapasçı turan tağıstılar. Tustu olaq taqsı bata, tustunu manna köğülahininden paşçı 2 tütten huva kıldık. Hep de neğinen öyen sen baran tutdular. No Vitogo
ол Монгол кайда. Кайтар бүттөрөтө Константинов бәйәтә тустуну хагалабата. Кене хибилеген жабу костяны это турбу покурдык. Кене нападающий стилге биһи кайтар бутулаттар бу барадан нападающий стилге үлелилләре боллар. Бәйләргә уверенный дәрәбите боллар. Киме багарга тетәнгә тустар кахтактар. Но просто этекинләргә туара барьер курдык болбут. Онан просто кинләр биле туста таксалларын хөбил вактактар. Кинләр настроение лахтаксактар. А так өйенсен турарга таксар боллаха лучше не выходить. Вот эти уюлга түнен арый бегок болаларыгар холбор ханны күле ытылган хөбү. Манна бу психологтор лектерин нады ду, тренер ду, тустук бәйте тугыргындыктакту. Кахан багарар тустуктан бәйтеттен туттуктак. Хаддакта балыганяга ханлыкта тренер кирен эн противниктер, эн соперниктер кеннитта хабат үһен эн яга көмөлө юга. Көберге эн онна ол противнигеңере. Онан тоқ бар-барыта эңиттен баһарылар. Ол атабыллагына бу спортсменнар бу күрәктеге белемнән әлләргә обычный директорга даганы бәйләре төбәләренә үлелектәхтер. Кинилер тусталлар хәтта. Атынки кимдә көмеләспәт. Один на один выходит. Олиһин барыта бәйләртән тутулуктаган кинилер өйдәннәр, кинилер бәйләре творческий үлелектәхтер. Оны таһанан бәйләрен ыракаттары кыярга тулуярга онна кинилер үйрәнектәхтер. Бәйләре үйрәтектәхтер. Энто жарыкка төһө бәен кире жаны сүбәма бераганы олаттар жарыктарын кирен көрүү. Жарыкка хәҗәбен. Жарыкка каләммен көрәбен, хайдак үләли хәҗәлларын көрәбен. Барыта стандарт. Индивидуалистен Аллаһу барыта. Бара атакка кирәләр, бара накат оңра хатыллар. Атын приемнары именне бу приеме хабардан чөчөяһын хуак. Комбинация хуак. Ложные атакалар хуактар, встречные атакалар хуактар, нападающие атакалар хуактар. Творческий олаттар бәйләре, онна бу тренерский хастап, онна үләтә олақ мәлтақ. Bir dilen olаттар олақ индивидуальный үләлилер. Онан уапсай хамандаға ете улахан оролы ойнын. Кола бір көркінің гені, хәпті көркінің болағына қас күн айы атын теманы кілдерер, жарығар. Бейе қабылағына үллер әхіл қайдаға тәй бұйыл қоны. Эхил тоже самое. Дмитрий Петрович Коркин ата чақчыты бейеқа аттана турар кені тухунан тобохудуртаға тәрәді турнир әрі иннене чеппер күн Михаил Лукачевскай устутугар триумф ден кейіне тағыстам, онытын ән бәйін баран көрдің, оны жа тоқсаны бұлы берін тұрағаны. Бұ кейіне оңғылы бұта білен тұрар bir iki kişi ülete bol batak, hüddak, küstak komanda ülete. Bu dediğinler tворческий üleni bu olatların oldular. Da bu olimpiyske oyunu tuhunan ustara hüddak garakan tema. Тем более bu Лукачевская мисалаңы спорт елінен жарықта матақ жонлар. Но спорты кинелер білебейлері бағаранлар. Кинелер спорт тұхына біле хатанлар, қайдағы рақаттар бағаларын олимпийска ойынуға тиерге төхілі қалбақ барьер барын. Оны барытын тора таққыны бейді тияғын. Оны bu олаттарын барытын пасши көрдірділер. Töhe dağını iki kere çası higer bollar. Billen turar iki çastığın ola kılgas bireme. Hatta onunla töhe kıllarından kiler kabahat atılar, onu arıya hat atılar. Ondan bir hige pal-palı üstün dovolnay bit. Ata jayan orolgun bu eder bol Juluskan Andorosov oynatı haddağın maygindatta du. Hadan eterim kurduk. Ete ol kayısına mingi tanıruğuna niunlahan. Na kırıhıbayın bağayı ol. Hatta eder de hüdde mileme kırıhıbayatı. Anan
Mehnek var bu Juluskan naha üçüge doğru olan onda. O naha megalavna yakini bileti oğa birde. Bu olimpiska oyunu indine min bilemden iber töhler bak mahokları meheyderi kasübün onu paşçı baratına onda. Onu tavanla atın ki kaydaktan etinlik kini hayabat kini bile is duhatıttan onya buta olak kaster. Hatta onun min Juluskan'a maktanabın. Hep Alexander Nikolaevich bugünkü kaseti bitir gelen bu hafirge kıttıbıkar eyaha maqtal antajam antan ki bilin final angara hapsıhların emetin dolguya katibit görübüt tondan köraçlarga ben baga hanağını tekin hep. Tan bu köraçlarga bagara meta bu köraçtege bihi olatlar bit sitihi laxti kıttallarıgar. Tan bir iki çempiyon kalarına da ondan prizovoy mesleler elbaq hoğuz kalyaktarına da no köraçilerge bagara meta çagal hay sıkıvatkalar taksalların kurduk ehige emeka melahın bihi tustuklar bitigar ere bolbakka bu köberge taksıbıt sportsmenleri поддержкалан kinileri annem beren delbe bale jana hitan qahitan kinileri toxtarıgar kil ekstastarıgar killeren Камелер гуполлардан нахашей было это. Я мaqtal. Самый престижный турнир на сегодняшний день в Российской Федерации по вольной борьбе. И каждым годом набирает популярность. Об этом говорит и количество участников из регионов России и из других стран. В прошлом году мы проводили юбилейный турнир, как вы знаете. В прошлом году вся общественность нашей республики отмечала 95-летие со дня рождения Дмитрия Петровича Коркина. Были проведены юбилейные мероприятия, и в этом году также проходит достаточно много интересных мероприятий, посвященных увековечению, направленных на увековечение памяти выдающегося сына якутского народа. Onu Dmitri Petrovich ülete hamnaha sahabı siriyertun sam yolukan ürdük çıpçağı turar diyekanada. Onu Dmitri Petrovich kariyeger yıllar kuraktehiga elbaq uçasını kelle. Onu kuraktehi etenge barıgen tuz beyabit işvehan Allah. 70 Ады биһиги салгы баран иһебит онотон бу мин аттыбар келен турар бары беркеден билер спортивный журналистскыт онотон Россия соғдықты болунду статист статиха жулурган кагат сүрүндүр редактора Петр Семенович Павлов онон да билген кинетин сүрүн болгомтото бияха билен турар кыра яһанга урар баллах бутчи бебит онно тустуктар бит албаганда быһытынан онон да биһен сетте кирени Петр Семенович Павлович бүгүнгү барылан кирсилери кырдык бен ханагын этетүс унуттун Лев Павлов кирсилерге эме чолан токтоонун калек. Бу быйылгы Дмитрий Петрович Коркин атынан турнирге беге составы көрөн бараммыт, уонна келби дойдулары ырытан бараммыт, сүрүннен биэнсеттик илага хама эреммит яхаммыт болар. Уоннатан билерге курдук билиңи кемге беге бияка Лев Павлов Тар тустугас колотын итилләчите. Бу быйылгы хүддәгән тустуны таптачылары хакаһын октоктырын хүддәгән үертте. Кини көрдөрүләрен, хитиһләрен эһе бары билагыт. Кини ол курдук бу күрәктә хиге хүддәк үтүгәй тахнактык туста хаҗҗарҗан бин саналыбын. Отан те бастан кини бетин бир дәдулаган Васильевы кайбыта. Онтон үһүс эдгидге бол онтон ики сергидге боллагана Постников Фёдорга да тустубута оны бир билага сүддак тыңаһанактык бир бута мин көддөк менә Лев Павлов мастерствота үрдүк кини боллагана көбөр каннык барыр чаһын бартын бетин тухатыр туханнар бонна биремени бартын көрөн билинги браваллага билинги тустуга хама шөп түбәрдик тустар дихани болса оны хороктор багар эти технический юнәтүнән кадагыр үлләбәтә атыргыдыл әлбак балылан бер гаттабата гинҗен курдык ханалылар кахам тан биретне ногына бер кахам барын баны кетәләр эти түгәнгә урут таганы беге улакан тустук убай мактадыр бит әдәтләр хака һәргә тустар хакалары кытта креһаннарга бу улак туакчан ныр
устук гаракан же. Бәлерин кадылыргар же. Этер кадылы кыряханна гургур куттан хакалар күстәхтер баллага же. Онон баллагана же иди капсыгыны не же кохып Кахан барар о гына марантын леп павлап эте бүтүн гына маастырсты үрдүгүнөн кайда анатан халлы пут үс эргирге эте катаспит тувинеспит седен тагыста же седени катаспит бит седен баллагана эте эпиттерин гуду бу күн кирен баран быйылгы сезонга 2 куракта иге гыттан икенеге бастата билген самый олок тустор тугар кыяр тугар хыджар onu кадда кудук леп павлап бир түгөнгө эте бараган 2-0 орон өсө эте капсыгы отугар онтон кабыт биремега кини кыйбыт тугун отон бартын контроллан тутан көмүскенен капсыгыны кыйыга теттеген хеп онотон маны йөрөбүт билген финалга таккан тустууга кини Явуловский вигорга тустар бебит чурапчы спортивный школатын итилдачыта кини наха чудутунна манна шүддак күстак тустуктар баалара биге бары коттамыппы дете жаргал баянду яптан бурят ол буряты кыйбытта буну хакалары хүддаган верте осенен бу күрәкте хиге хакахеттен тоңгончы тустуктар онтон боллагана билеген этергадылын учулы такка семена поколение бара турар така тустуктар оны боллагана бу тоңгончы тустуктан боллагана улакана гара ханга тустуктар эдер тустуктар онон боллагана бу эдер тустуктан бу билги же таксияктара колобрати Явуловский эмети улакан күрәкте хиге бастыгы улакан күрәкте хиге көддөрдө жибетин онтон итинник курдук такан яктар эти атын яхнага кода 6-15 кети Трофимов чүдүктүнна эти Юлиан Григорьев чүдүктүнна тиндик эдер такан яхлар билген денетебинсе онон сакат тустуда индикилак денет якын барабын онтон бенсеттага чүй этер боллакана хен бир кишерер эте сүрүн фавориттар манна леп павлап онна эти серебе он буттан кудук эти монгол баткуяк мун эрдане ити мен хәрәдәк менә киндер финаллары булды хәтта. Билеген отан бары көрөк бит, леп павлап билеген бетин кихите Явуловский тустар. Онтан эпит монгол бут баткуяк тувинес ондар тустар. Жонно биги ханап курдук буларгар барган. Оталев эти монголга терде көсөж жубутту. Мен оны билбеппин. Эти монгол күштак, кахан бары утасачыны уаспе канада, эти монгол бу хатуртагата шахтерская слава турнирге Кемеровага өз месне бута, эми хүддак күштак капсыгыларга, гонда бу лох хатуртагата Южно-Сахалинскайга турнир бол бута. Эти сидака биген бастабы турнира. Онно бен сеттага бастабы бута. Онон эми тугар хыджар. Осынан чекимде кайдар, это бихи бебит убутыга деп лакутти. Гонда тыңаханнак үтүгөй быраксыдак тустуну бихи көрдök бүтүнө астындак бүттен эти. Тиндик. Оны теки мехасый токтан лыхын багараны чекер яхнарга эти кади бен сеттага 6-11ге болдун. Та 6-11ге бигиттен Александр Авиала Бөкенники сылларга лидер боларын өсө көрдөдө жек коюп, бу биги бөгөстөр бүтүттөн билген бу финал аңаргал кини тагыста. Эти 6-15-ке эпидем курдук сунтар ычаттара Трофимов, онна Юлиан Григорьев таксыбыттара эме сүрдәк жүгөй. Улаттан улаттар баллар билеген була 10 яхынга полуфиналга осы бәчек хевар булганда бии сахареттен 12 ки таксыбыта бу үчүгөй. Улаттар отон билингите бу билинги күрәктеһи бу билинги чахайгар үчүгөдүк тустан хәлләр ден эти канада оттон онна ситихинер күтә бит. Улаттар бу этинник же татимнәрен бусмакка эти Олег Фомин болдун, эти Капрынап болдун. Капрынаптан астындым аспысырыга ары сикә хогосат ден эти билине канада билеген булганда кини капсыгыларын сүддәк жүддүк ытта. Мин кадәрәтен көрдөккө ондук. Оны да бу андойду сулустарын ди билдер сулустары ме картык сырдатыкка да этен харыкка Халурти Евгений Жибаев болду ди. Тын бу быйылгы күрөктө хигетен хаме улахан атак солдак тустуктан бары билеге күдүк анды чемпиондары Дагестантан келбит Абазгаджи Магомедов, она Ахмед Усманов булалар. Ото кинилер улахан тамнак тустуктар булаларын быгытынан оннук же тустан көдөрө хажалар мен гыналыбын. Онотон хаме главное кинилер бие кайкат биттере, биеге түйүгө битин кергеп биттере, онна баллагана көрөчүлөргө бээлерин көдөр биттере. Бу бираханжык кен хатта. Текежик бу кинилер мана бар сүрүн кийсерде кейлери хок боллактан хата. Огына мара хин интригалар баалар. Колобрати Акматалиев Киргиз, онна Бурят Жирбаев тустулара эдеттен интрига бара, олок бахангиттен өскөтүн кинилер бир биле катуу хан кабыттара. Ди
туакка жере финалга жере би белингте эде көчөктө атлар. Уну бигитен үчө тустуну көдүбүт Жербаев реванш ылла. Петр Семенович, яха адам мактал болдун, мантан кехетен үлең седаны кара бахам, билин даганы суруярың, түһәрәриң, белетелериң, элбах болладыянтын финал аңара хапсыгыларын эметтен серген көрө хайың ден аңрабын. Мактал. Күндү көрәчилер бит онна жабилеген 5 минутенен беги канал бытыгар быга эфирге финальный хапсыгылары Сергей көрөкпүт. Ул курдук бүгүн финал аңара кирсилерин, финальный ген сыхатен кепсим, финал аңара кирсилерин бүгүн көрөбүт доготтор, онтон жа финальный хапсыгылары сарсын өрүбүлгө кеһеме алта частан субу өргөй аренаттан эме беги быга эфирге каятырданы таксыкпыт. Унутун жабилеген беги комментатордор быт белем олорлор Александр Басельский, оннам Максим Дмитриев мантан кеһе эгенликтери бирге болуктарам, уна финал аңара хапсыгыларын жа кенилер кепсияктырып сияктыра, унутун билен турар күйөк экранынан беги камералар быт характарынан эге бүгүнгө хапсыгылары серген көрөкпүт, анан жа барагытын бегенликтери бирге болар кетегер грабын унутун тылы келдегелер беребилет. Күнүнен күндү хакыбыт сирен олоктоктора эхиген негидигер оттон Триумф спортивный оргайга өрөбүл күннерге 2 күннәк спорт бирахнига бола турар. Тог бирахнига ден кылгастык атанахарары полахана 15 төгүлүн ытыллар беги улуу чулуу кехебет чулуу тренер быт Саха АССР РСФСР онна хебеско хоюз Өтөләк тренера онна Саха АССР өтөләк учутала Дмитрий Петрович Коркин 15 төгүлүн ытыллар Нороттеркерна турнирин эге көрө олорогут оннотон билеген бет кылгас кеменен 10 яһынынан 2ли олата полуфинал боллагана 2ли хапсыгылар болалар. Оннотон 2ли хапсыгылары опсая хүрбө хапсыгыны эген негитигер оттон нардамыт көрөкпүттен ыңырабыт оннотон бигени гитары бирге болун оннотон билеген эметтон атты бар манна ага мен убайыма деханада тона агам хастах кихиде дахпадахыс патым боло меха Александр Посельская спорт журналига оннотон кеннекемге бияха хака херен тустун таптачылары спорт таптачылары спортду күскө хардадачы коллегам мен кететеңге үлелехега үтүкехенен Триумф оргайттан бы холбонубут сагаланна бүгүн өттөн хасыда 10 частан суббота күн Кытана капсылары көдүбүт, онтон бири индивидуаль билин сотору кеменен финал аңара капсылары, онтон билин кыра токтобулга баран ылыкпыт доготтор. Туну сәңәрер Сергей Баржомбут. Жоллоқ жокускай корат том тойор тонатыгар. Өрөгөй тихини чептигендер кинге Сака хулучулак, Сака СССР, РСФСР сөтөләк тренера Дмитрий Петрович Коркин сырдык атыгар 15 төгүлүн ытыллар Нороттеркерларынагы. Добрый вечер, Якутск, добрый вечер, Триумф. Мы начинаем прямую трансляцию международных соревнований по вольной борьбе памяти великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. 15-й международный турнир. Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, любители спорта. Транслируем с спортивного комплекса «Триумф» международный турнир Дмитрия Коркина. Ну, как вы все знаете, Дмитрий Петрович Коркин наш уважаемый великий тренер, заслуженный тренер ЯССР, РСФСР, Советского Союза и заслуженный учитель ЯССР. Дмитрий Петрович Коркин воспитал немало олимпийских чемпионов, их целых 3, и еще немало чемпионов мира, Европы и других различных международных соревнований, тех людей, именно которые прославили наш народ Саха на международной борцовской арене. Сегодня в борьбу вступили с 10 утра 190
борцов. Ну, по статистике, по официальной статистике. Вкратце пройдемся по весовым категориям. Это 57 килограммов 34 человека, 61 килограмм 34, 65 29, 70 килограмм 26, 74 15, 79 11, 86 килограммов 16, 92 килограмма 8 борцов, 97 килограммов 10 борцов и тяжелая весовая категория 125 килограммов 7 борцов. И в общем 190 борцов-вольников сегодня собрались на международной арене Дмитрия Петровича Коркина. Из 190 спортсменов, надо полагать, что более 80, ну, больше половины, да, это воспитанники якутской школы борьбы. Да, около 90, да, борцов. Да, около 90 борцов. Ну, из них, да, в 10 весовых категориях мы сегодня увидим выступление 13 якутских спортсменов в полуфиналах. Да, 13 якутских спортсменов, именно воспитанников якутской школы борьбы, потому что двое из них, можно сказать, да, легионеры. Один с Красноярского края Максим Толмачев в весовой категории 97 килограммов, да, или 92 было. И наш Виктор Рассадин, наш олимпиец, борется в весовой категории 74 килограмма. Ну, как и предполагается, да, на международных соревнованиях у нас на сегодняшний момент приехали с таких стран, как Индия, Азербайджан, Монголия, Беларусь, Таджикистан, Корея и Иран. И с субъектов Российской Федерации это Тувинская республика, Кемеровская область, Красноярский край, Республика Дагестан, Бурятия, Воронежская область и Оренбургская области. Да, ну бывало и больше, да? Бывало и больше, бывало и более 20 международных стран, но тем не менее, да, в связи с нынешней ситуацией, да, скажем, что турнир высокого статуса, 13 стран, не каждый международные соревнования собирают. Ну и на наших экранах первая полуфинальная пара, категория 65 килограммов. Тувшин Тулга Туменбелек, опытнейший, да, 33-летний монгольский мастер. И воспитанник якутской школы борьбы с красного угла. Нет, нам... Да, Яков Павлов. Да, давайте мы посмотрим. Мы хотели, да, ковер А посмотреть, потому что там очень такая яркая схватка будет. С красного угла борется наш воспитанник якутской школы борьбы, представляющий ныне Оренбургскую область, Яков Павлов. И с синего угла монгольский мастер Тувшин Тулга Туменбелек. Так, ну это перед вами, да, Александр Авелов, воспитанник, да, якутской школы борьбы, нюрбинец. Против него Альберт Тумат. Ну а мы перенеслись на ковер А, где Яков Павлов, уроженец Тампонского района. Да, Тампонского района. Яков Павлов в этом году он занял 5-е место на чемпионате России. Представляет он, кстати, Оренбург, потому что, да, вот за Оренбургскую область он выступает не первый год. Допустим, да, отбирается на федеральных округах, да, и постоянно уже, ну, последние несколько лет уже представляет Оренбургскую область на чемпионате России. Ну, тем не менее, он является воспитанником якутской школы борьбы, можно сказать, на параллельный зачет Республика Саха-Якутия и Оренбургская область. Да, конечно, он тренируется здесь, в Якутске, и занимался, да, в Черепчинской школе-интернате, потом закончил и институт Черепчинский. Да, прошел опытную Черепчинскую школу борьбы, можно сказать, вплоть со времен, ну не со времен, да со школьных времен интерната Дмитрия Петровича Коркина, потом уже в Черепчинском госинституте физкультуры и спорта, потом, ну вот, представляет ныне Оренбургскую область. Яков Павлов на чемпионате России очень так красиво, ярко отборолся и за 3-е место проиграл тоже, да, земляку. Да, Виктору Яковлеву. Молодому амбициозному парню Виктору Яковлеву, который также является, ну, представителем северного района республики, Жиганского района, да? Виктор, кстати, вот сегодня тоже боролся, одну схватку выиграл, но во второй поединке, к сожалению, уступил тувинскому борцу достаточно с крупным счетом, что, как говорится, мне совсем понравилось, наверное, якутским болельщикам. Да. Они ждали от Виктора более такого
результативной борьбы, но, к сожалению, вышло так. Ну да, ранее тоже после взвешивания, когда вышли сетки борцов, сразу внимание болельщиков якутских было уделено Виктору Яковлеву, поскольку он является действующим бронзовым призером России. И надежда якутских борцов, увы, на этом турнире не оправдалась. И поэтому ничего страшного, он еще молодой, амбициозный, еще себя покажет. Но, тем не менее, мы сейчас видим то, что видим. С красного угла Яков Павлов, из синего угла Тувшинтулга Туменбилек. Давайте, да, на Тувшинтулге теперь остановимся. Да, опытнейший борец, достаточно такой уже солидного возраста, скажем, 33 года. Да, повидавший немало турниров, международных, чемпионатов Азии, чемпионатов мира. Ну, это его вес, можно сказать, 61 килограмм. Да, в Якутск он приезжает очень часто, становился и финалистом на турнира Коркинского, кстати. Тем временем, да, на ковре Б балл забирает Александр Авелов, я вижу. Мы тоже будем параллельно рассказывать о ходе. Наверняка интересно, да, многим, как идет схватка на параллельном ковре. Ну, на обоих коврах перерыв. Первый период завершился. И на ваших глазах сейчас перед экраном Тувшинтулга Туменбилек и Яков Павлов. Да, последние 2 года Яков тренируется под руководством Владимира Николаевича Кириллина. Ну и его личный тренер, да, первый, который ранее занимался. Да, Данил Неустроев. Ну да, сейчас 2-0, 3 минуты остается. Давайте все дружно, да, всей республикой будем сжать кулаки, болеть за Якова Павлова. И как наш коллега Николай Гаврилович Бестинов говорит, надеюсь, он покажет здесь тампонский характер. Да? Ну, про Якова Павлова, можно сказать, за него болеют не только в Тампонском улусе, но и в Амгинском. В частности, из села Балугура. Он там имеет тоже корни. Отец его из Балугура. Так что вот 2 улуса. Да, те, кто не знали, очень хороший, интересный факт узнали. Ну вот я, допустим, лично не знал о том, что у него корни из Амгинского улуса. И сейчас тоже наши телезрители, наверное, некоторые, ну те, кто не знал, узнали очень хороший, интересный факт. То, что Яков Павлов является уроженцем Тампонского, но имеет корни тоже с Амгинского района. Как мы все знаем, наш тоже прославленный борец Виктор Николаевич Лебедев является тоже уроженцем Тампонского района. И вот земляк нашего в последнее время, да, лидера, да, в Российской Федерации, 57 килограмм. Яков Павлов борется сейчас. Activity time Туменбилегу Тувшинтулга стоит. 15 секунд остается. Ну, до этой схватки Тувшинтулга Туменбилек за выход в полуфинал одолел нашего Петра Константинова, который является бронзовым призером юноши. Буквально в концовке вырвал, да? В концовке вырвал победу. Да, тем временем мы смотрим, что на ковре Б тоже яркая такая схватка. Александр Авелов ведет со счетом 6-1 у Альберта Тумат. Вот, да, на ваших коллегах, уважаемые телезрители, тоже на нижнем углу экрана вы можете посмотреть. Что очень удобно. Да, что очень удобно. Другой ковер. Ну, по 2 коврам проходят полуфинальные поединки. Сейчас далее, как уже ранее говорил. 4 балла получает Александр Авелов. И счет становится 10-1. Альберт Тумат является чемпионом России среди студентов. 12-1. Поздравим Александра Авелова. И у нас первый финалист. Да, первый финалист, якутский финалист. Весовой категории 61 килограмм. Александр Авелов. Ну, парень с характером, бросковый. Работает всегда до конца. Ну, здесь он вел схватку, но, тем не менее, не остановился на этом и, скажем, добил, да? Счет говорит сам за себя, можно сказать. С крупным счетом побеждает. И вот овации публики. Очень хорошо встретили они своего земляка и поздравили своими криками и аплодисментами. Да, процентов, скажем так, на 75-80, да, заполнены трибуны триумфа. Что очень радует глаз. Завтра мы ожидаем еще, да, переполненные трибуны, конечно же. Это будут финалы. Ну а сегодня борьба за выход в финал. Полуфиналы, дорогие друзья. И вот, уважаемые телезрители, те, кто сегодня смотрит
наш канал, да, по прямой трансляции. Можете завтра прийти сюда и ощутить атмосферу международных соревнований памяти Дмитрия Петровича Коркина. Тут, вправду, царит такая мощная атмосфера, можно сказать. Итак, 15 секунд остается. Якову нужны 2 балла. Надо все-таки. И не стал рисковать сейчас монгол. Тут 5 секунд. Трибуны кричат, трибуны топают. Секунда остается. И... Да, скажем так, на опыте, да? Туршин-Тулга Туменбелек выстоял. Провел он сегодня 4 схватки. Все они сложились непростые. Валидольные схватки, да, можно сказать. К примеру, да, Петра Константинова в полуфинале он выиграл. Да, заработал победные 2 балла на последних секундах. Так, мы идем дальше, да, мы получили уже 2 финалистов завтрашних. Это Туршин-Тулга Туменбелек, Монголия, и Александр Авелов, Республика Саха-Якутия, Нюрба, дорогие друзья. Ну, за Якова Павлова можно не переживать, поскольку он завтра будет бороться за бронзовую награду, да? Ну и некоторые ребята тоже, которые сегодня проиграли, да, финалистам, завтра будут свои силы пробовать на утешительных поединках, которые пройдут с утра в спорткомплексе «Триумф». И вечерняя программа это предвещает финальные поединки турнира Дмитрия Петровича Коркина. Итак, мы идем дальше, да? Переносимся на категорию выше, 65 килограммов. И предлагаем, да, схватку. Да, ковер А. Предлагаем посмотреть. Молодой перспективный парень Аслан Трофимов с красного угла и с синего угла заслуженный мастер спорта России Абазгаджи Магомедов, Республика Дагестан. И 6-минутная схватка начинается. Ну, Абазгаджи Магомедов, пожалуй, да, самый титулованный на этом турнире. Он двукратный чемпион мира, он чемпион Европы, многократный чемпион России, чемпион Коркинского, да, позапрошлого года, если не ошибаюсь. Да, по-моему, он занимал здесь. Да, ну и главный хедлайнер, скажем, нашего турнира нынешнего. Такие борцы, как Абазгаджи Магомедов, всегда украшают ковры любого уровня. И вот хотелось бы остановиться на тех соревнованиях, которые прошли буквально недавно, да, международный турнир имени братьев Хадарцевых в Осетии. Да. И там Абазгаджи Магомедов в этой же весовой категории уступил Алику Хадарцеву, да, который очень долго завершал свою спортивную карьеру в вольной борьбе. Да, мы видим, как Аслан Трофимов не стал тушеваться, да, перед сильным соперником и прошел многие, пока, ну... Тут положение очень трудное, да, с этого положения встать очень трудно бывает. Аслан Трофимов с красного угла, наш молодой парень. Ну, это уже, ну, как бы можно сказать, большой результат выйти в таком молодом возрасте в полуфинальный поединок 6. Тем более весовая категория очень престижная, 65 килограммов. Аслан Трофимов. Запомните это имя, уважаемые телезрители. Кстати, вот, да, в 1/4 финала Аслан Трофимов выиграл очень сильного тувинца Эзера Чулюша, который, да, прошел немногих очень сильных борцов, но против Аслана Трофимова ему пришлось очень тяжело, и тувинец проиграл, да. Так, и берет на коронную мельницу со стойки. Прям как по учебнику, да, Абазгаджи Магомедов прошел захват на мельнице и очень красивым амплитудным броском совершил 4-бальный. Да, ну, смотря на борьбу Абазгаджи Магомедова, надо записывать, да, или с ручкой и тетрадью сидеть, и записывать, учиться у большого мастера. Очень хорошо на руках работает Абазгаджи, держит. Очень много любителей борьбы, да, в последнее время говорят, сколько можно уже Абазгаджи бороться, что так давно борется. Но он очень молодой борец, 98-го года рождения, ему сейчас, если не ошибаюсь, 26 лет полных. Ну, в самом расцвете сил. Да, 26 лет, является заслуженным мастером спорта и победил очень много крупных турниров, в том числе чемпионаты мира, Европы. И вот ну, здесь надо сказать, что перевод делает. Магомедов, да, боролся последние 2 олимпийских цикла в категории 61 килограммов, Да. где он был там безоговорочным лидером российского и, ну, и в мире тоже. Ну,
Да, а в конце этого года, да, он перешел на 65 килограммов. Вышел в финал чемпионата России, где уступил Шамилю Мамедову. Мог отобраться на Олимпийские игры, но мы знаем, что российские борцы не участвовали. Тем не менее, да, мы видим, что он освоился в новой категории и достаточно легко прошел финал турнира Коркинского. Да, новая для себя весовой категории, 65 килограмм. Ну и вот, в тот раз после схватки Абазгаджи Магомедова и Алика Хадарцева очень много разногласий в социальных сетях было. Потом я пересмотрел эту схватку Алика Хадарцева и Магомедова и подумал, что очень уверенно и без лишних движений выиграл Алик Хадарцев. Там вообще без разногласий, можно сказать, было, но тем не менее сторона Итак, дорогие друзья, Республики Дагестан. давайте перенесемся на ковер Б, Да, на где ковер Б. начался второй период схватки между Чаяном Монгуш и Юлианом Григорьевым. Да, интересно, что Чаян Монгуш представляет Иркутскую область. Да, они с братом года полтора назад перебрались, да, из Республики Тыва в Иркутскую область. Они работают там и тренером, и тоже выступают в соревнованиях. Играющий тренер, можно Да, сказать. может. Молодые парни, братья. Да, ну и наш земляк, уроженец Сунтарского района, Юлиан Григорьев, тоже, ну, ровесник, можно сказать, нашего тоже лидера, 57 килограмм Льва Павлова. Они вдвоем являются, ну, воспитанниками Сунтарской школы борьбы и постоянно вместе все тренировки, все сборы вместе проводят время. И вот друг у друга учатся, друг друга постоянно подбадривают. И сейчас где-то, наверное, Лев Павлов тоже сидит, переживает и болеет за своего друга Юлиана Григорьева. Да, мы слышим голос Николая Романовича, тренера Юлиана. И он подсказывает, что не переставай, да, не стой, работай. Да, работай. Остается всего 1,5 минуты, надо сейчас уже начинать. Ну, Чаян Монгуш в этом году приезжал на чемпионат России среди студентов, побеждал там в весовой категории 65 килограммов. Ну, там уверенную, можно сказать, достаточно уверенную победу одержал. И вот сейчас уже, ну, в этом году точно не знаю, в который раз он приезжает, возможно, раньше тоже приезжал, но точно, как я знаю, уже второй раз. И второй раз в весовой категории 65 килограммов. Юлиан Григорьев, изначально он борьбу начинал, можно сказать, 61 килограмм. Да. Да. Ну, по идее, он очень рослый борец. Руки, ноги длинные. И в 65 подняться ему еще, наверное, стоит вес чуть поднять, наверное, да? Вот, как мы смотрим по антропометрии и по физ-данным, Чаян более такой плотный, да, можно сказать. Ну, рост, по-моему, меньше, чем Юлиан Григорьев. Юлиан Григорьев молодой парень. Ему еще все впереди, надо больше работать, усерднее работать, и результаты придут. Да, остается 40 секунд, меньше, да, и счет. Время еще есть, Да. чтобы... Юлиану Григорьеву надо работать, не надо застаиваться, надо дергать, пробовать новые приемы. Да, пока это с трудом удается, вернее, не удается. Сказать, на обоюдный захват зашли борцы. И что же отсюда можно сделать? Да, достаточно уверенно стоит Монгуш. Ну, здесь можно рискнуть уже. Времени осталось очень мало. Да, и очень два неподготовленные. балла последние дадут, не дадут. Хотя это не имеет значения, да. Чаян Монгуш выходит в финал с Абазгаджи Магомедовым в категории 65 килограммов. Юлиан Григорьев будет отспаривать золотую медаль, как и другой его земляк из Сунтара Аслан Трофимов. Да, по идее, можно было Юлиану Григорьеву хорошенько подготовить последний, можно сказать, марш, да, и сделать какой-нибудь прием. И вот у меня постоянно складывались такие... да, перед вами, уважаемые телезрители, глава Сунтарского района Анатолий Васильевич Григорьев. Да, переживает, болеет за своих ребят. Большой поклонник борьбы, спорта. А вот и почетные гости нашего турнира. Александр Николаевич Иванов, Василий Николаевич Гоголев, Семен Марфунов.
Воспитанники великого тренера Дмитрия Петровича Коркина смотрят за борьбой, активно обсуждают. 70 килограммов, дорогие давайте друзья. Остановимся на этом ковре, ковер Б. Здесь у нас две пары. Олег Фомин, Саха-Якутия, и Евгений Жербаев. А на другом ковре капитан команды Константин Капрынов против Кирилла Корнеева. Ну, мы между собой, выбрали и представим вам финал Фомин против Жербаева. Жербаев все-таки пятикратный чемпион нашего турнира. Олег Фомин действующий двукратный чемпион республики и лидер категории 70 килограммов, скажем. Да. Ну, Олег Фомин очень тоже парень, трудяга, да, парень с характером. Тренируется под руководством молодого тренера Анатолия Анатольевича Сивцева, который также является тренером по функциональному многоборью, по кроссфиту. Да. Мне кажется, здесь Олег Фомин, Олегу надо поймать кураж, да? Если Олег поймает кураж, то остановить его бывает практически всегда сложно. Да, и, к слову, да, Евгений Жербаев является также очень большим любимцем публики, да? Да, местной публики. Да, местной публики. Он недавно тоже перед Олимпиадой приезжал сюда, очень долгое время находился. Опа! Опасный момент. Бал. Очень долгое время находился в республике, помогал своему другу Виктору Рассадину в подготовке к Олимпийским играм. И вот сейчас он приехал тоже на международный турнир. Как у себя дома чувствует? Да. Евгений Жербаев. 5 раз становился обладателем золотой награды Коркинского турнира. И, наверное, он, можно сказать, у него желание такое большое получить серебряную борцовку, да? Да, конечно. Кстати, да, напомним, что по итогам турнира Коркина будет учреждена премия. Ну, не премия, а... Опа! 2-0, 2-1. Олег Фомин заходит за спину и зарабатывает 2 балла, 2-1. Так, в общем, да, лучшему борцу турнира по, скажем, голосованию болельщиков, фаната борьбы будет присуждена серебряная борцовка. Она была учреждена еще 2 года назад. Первым обладателем был Заурбек Седаков. В прошлом году его обладателем стал Виктор Рассадин. Ну и тоже будет в этом году. Мы посмотрим. Да, Олег Фомин сейчас в данное время ведет схватку со счетом 2-1, как вы видите. Время до конца первого периода остается 45 секунд. А на ковре, который вы видите на нижнем правом углу своих экранов, со счетом 3-0 схватку ведет наш капитан сборной команды республики. И 5-0 там 5 уже делает. Константин Капрынов. Да, Кирилл Корнеев тоже является завсегдатаем, да? Да. Вот таких поздних схваток. Крепкий среднячок, я бы сказал. Да, крепкий Кирилл среднячок. много встречался с якутскими борцами. Не раз и выигрывал у нас. Да. У Кости Капрынова в начале года на турнире, аккурат перед турниром Ярыгина, у него случилась травма, да, на тренировке. И после этого... Которая сильно сказалась. Да, после этого была операция, потом долгий период восстановления, и с лета он начал, да. Опа! Ну, первый период завершен. На 30-секундный отдых ребята отправляются. При счете 2-2 в пользу Олега Фомина. Да. И вот в углу Олега Фомина вы видите его сокомандника по клубу, да, можно сказать, по клубу Беройс, можно сказать, Андриан Ленский, который представляет тоже республику в весовой категории 86 килограммов, и Анатолий Анатольевич Сивцев. И вот заслуженный тренер Бурятии, да, к сожалению, имя Иванов, да. Иванов, да, который личным тренером Александра Богомоева тоже являлся, да, заслуженный тренер Республики Бурятия, тоже уважаемый человек в борцовском сообществе. И ребята сходят на вторую трехминутку. Так, ну мы видели схватку в 1/4 финала Жербаева против
Эрназара Ахматалиева, тогда мне показалось, что Жербаев устает, да, во втором периоде. Так что у Олега Фомина будет, ну, если у него функционалка сейчас на хорошем уровне, то может, в принципе, оказать хорошее сопротивление и даже выиграть у Жени. Да, в данное время остается 2:44 секунды со счетом 2:2. И по последнему действию ведет схватку Олег Фомин. Ну вот, как видите, Евгений Жербаев является очень неудобным соперником. Опа! Проходит в ногу. И забирает да, 2 балла. 2 балла уверенно забирает. Очень хороший перевод сейчас. На перевод попался Олег. И работает в партере. Ищет. Ну, сейчас будет стойка, да. Да, Евгений Жербаев очень хороший свой реванш такой взял, да, у двукратного призера чемпионатов мира Эрназара Ахматалиева. И он сейчас, можно сказать, уже на кураже, наверное. Такую хорошую схватку выиграл. И, наверное, очень... Опа! Хочет на прогиб взять, любит он это дело, да. Этот прием. Но Олег Фомин, да, защищался, хотя и да, между дал прочим, 2 балла. Евгений Жербаев в этой схватке очень много раз прием-перевод сделал. Да. Да, очень так маневренно, очень быстро, ловко переводит Олега Фомина. Уже дважды за спиной оказался. Олегу сейчас надо, мне кажется, собраться. Да, и собраться, да. Он бросковый парень, рисковый парень. Так что на 4-бальный бросок мы можем рассчитывать. Да. В этой схватке. Обязательно рассчитываем. Много раз мы видели такие броски в его исполнении. На ковре схватку Константин Капранов уверенно ведет со счетом 6:0. Да, ну там еще рассмотрение челленджа. Один период, да, впереди. Так что убегать не будем, наверное, да? Да. Ну так, Олегу не надо спешить, делать поспешных действий, поспешных выводов. Надо собраться и сделать то, что от него ожидают якутские болельщики. Да, очень яркая схватка. Такую схватку я бы хотел бы увидеть в полуфинале. Секунд остается до конца схватки. Да, видно, что Олег пытается, да, вязать. Немного подустали, чуть медленнее стали, да, передвигаться. Жербаев. Опа! Тем временем мы смотрим, как Константин Капранов зарабатывает еще 2 балла. Да, и у нас пока, да, сводится к тому, что в финале категории 70 килограммов, а на турнире Коркина этого года встретится Евгений Жербаев против Константина Капранова. Давай, Олег, нужно сделать 4-бальный бросок. Все ждут от тебя этого приема, но нет, увы, победу одержал любимец тоже якутской публики Евгений Жербаев. Вот да, получает он свою порцию аплодисментов, оваций от болельщиков. В 6-й раз в своей борцовской карьере выходит в финал международного турнира Дмитрия Петровича Коркина и будет стараться, да, по крайней мере, стать шестикратным. Любовь, да, якутских болельщиков завоевать нелегко, да? Да, нелегко, можно сказать. Всегда отмечают, да, что наши болельщики, любители борьбы очень тонко знают, понимают борьбу. Ну и в основном, да, они поддерживают, да, атакующих борцов, которые показывают красивую, яркую борьбу. Да, и вот вы видите яркие повторы прошедшего поединка. Сходу хотел, да, провести нокаут Олег Фомин. Да, и сейчас мы после повтора посмотрим, наверное, успеем или нет концовку. Да, концовку схватки Константина Капранова против Корнеева. Евгений Жербаев, 5-кратный чемпион нашего турнира. Больше только у Рассадина. У Виктора Рассадина 6 золотых наград Коркинского турнира. Да, время остается минута. 8-0 счет. Ну, достаточно такой крупный счет, да, который сложно будет отыграть.
Кстати, Капранов и Жербаев много раз встречались. И одну громкую победу, да, Капранов одержал именно в Улан-Удэ на родине Евгения Жербаева на одном из международных турниров. Причем не просто победа, да? Да, там яркая победа на победа душе. на душе. Ну, громко не будем говорить, да, можно сказать. Будем ждать финальной встречи. Евгений тоже, наверное, ждет вот эту встречу, чтобы поквитаться, да? Так что, уважаемые телезрители, есть еще очень большой повод завтра посмотреть финальные поединки именно в весовой категории 70 килограммов. Да, у Капранова сетка была не очень простая на этом турнире. В 1/4 финала Константин выиграл у Саина Казырык, мастера спорта международного класса. Чемпион мира по молодежи. Да. Да, время завершилось. Победу одержал Константин Капранов. В предыдущей схватке, в первом круге, Капранов победил Игоря Матвеева, да, тоже лидера молодежной сборной республики. Ну, он, можно сказать, весовую категорию уже победил, да? 65 на 70 поднялся Игорь Матвеев. Итак, дорогие друзья, сейчас мы перейдем на небольшую рекламу и вернемся к вам обязательно. Полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Никита Сучков, Красноярский край, Ахмед Усманов, Республика Дагестан, Россия. Никита Сучков, Красноярский край, Ахмед Усманов, Дагестан. На ковер приглашаются Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия, Дмитрий Куклин, Кемеровская область. Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия, Дмитрий Куклин, Кемерово. Итак, мы продолжаем наш турнир, международный ковер великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. 15-й турнир, дорогие друзья. У нас следующая весовая категория. Это 79 килограммов. А мы посмотрим ковер А, где встретятся, ну, большие мастера с красного угла. Это наш хорошо знакомый, двукратный чемпион наших турниров Никита Сучков из Красноярска. И напротив него чемпион мира, чемпион России из Дагестана Ахмед Усманов. Заслуженный мастер спорта против мастера спорта России международного класса, можно сказать. Да, ну, я бы сказал, что здесь борьба пройдет на встречных курсах. Никита, несмотря на то, что его соперник, да, более тяжелован, он будет бороться. Никиту тоже здесь очень любят. Я бы сказал, да, то ли в турнире 19 года или 18-го Никита Сучков в финале победил Франко Чамиза, да? Да. Итальянца кубинского происхождения. Очень интересная схватка была. Сучков выходил, да, в 5 финалах, оказывается, на турнирах Дмитрия Коркина. 2 раза побеждал, 3 раза становился серебряным призером. Завсегдатай, да, турнира Коркина, можно сказать. И тут на турнире также борется его брат, да? Тоже в этой весовой категории боролся. Молодой парень. Антон, да. Антон Сучков. Чемпион турнира Романа Дмитриева этого года. По молодежи, да? Да. Ну, давно не видели, да, Никиту Сучкова, можно сказать. Финала. Да, конечно. Ну и вот Ахмед Усманов, заслуженный мастер спорта России, представитель Республики Дагестан. Вот тоже на прошедшем чемпионате России, по-моему, он, если не ошибаюсь, поднимался на весовую категорию выше, да? Да. На 86 килограммов. Попытался, да, побороться за олимпийскую путевку. Да. Ну, там молодой, голодный, да, парень Ибрагим Кадиев стал чемпионом олимпийского чемпионата. Но в категории 79 он, да, лидер. Да, 79 последних лет, скажем. Безусловно.
Никита Сучков в предварительных поединках победил нашего бронзового призера молодежного первенства России, да, Романа Николаева. Да. Очень уверенно, если не ошибаюсь, там счет был 10-0. Да. К сожалению, для... Якутские болельщики во многих, да, социальных сетях писали то, что Рома был самый свой вообще на этой схватке, когда с Никитой боролся. Ну, неуверенно как-то зашел, когда, как мы привыкли смотреть на Романа, когда он выходит уверенно, хладнокровно, забирает свои баллы и побеждает уверенно своих соперников. Да. Ну, мы не знаем, что внутри происходит, да, мы видим то, что видим. У каждого спортсмена своя личная жизнь, своя... Есть и взлеты, и спады бывают. Падения бывают, и спады бывают. Вовремя, ну, могут полноценно не подойти к соревнованиям, но, тем не менее, Роман Николаев является лидером республики в весовой категории 79 килограммов. В прошлом году он становился здесь серебряным призером. Ввиду травмы, да, по-моему, не вышел. Да, снялся ввиду травмы в прошлом году. А в углу Ахмеда Усманова сидит Абазгаджи Магомедов, который, да, финалист, да? Ну, буквально полчаса назад выиграл полуфинальную свою схватку. Да, сборная России очень хороший такой состав привез, да, на наш турнир. Традиционно, скажем. Да, традиционно. И, кстати, вот на афише, да, турнира. Да, вы видите. Видите и Абазгаджи Магомедова. Такое же лицо, что и на картинке, можно сказать. Ни капли изменений. А это Никита Сучков. Схватка продолжается. Схватка равная, да, можно сказать. Да. Никита Сучков является представителем Красноярской школы борьбы, Академии Дмитрия Мендиашвили. Я много раз бывал на турнирах Ерыгина, и вот на Никиту Сучкова приходит очень много болельщиков. Да, тоже свой любимец. Не раз становился он призером. В том числе и чемпионата России, да, становился Никита Сучков в категории 74 килограммов. Достаточно такой титулованный спортсмен, можно сказать. Непроходной соперник. Даже среднячок нельзя назвать, наверное, да? Конечно, чуть да. Повыше, да? Да. Ну, не Заурбек Седаков, конечно, да, но что-то между, да. Да, что-то есть. Да. Так, ну, остается еще полных 2 минуты. Счет 1-0. И тем временем Ахмеду Усманову дается Activity Time, друзья. Да, что очень интересно для всех, кто смотрит эту схватку. Да, ну, ждали мы Заурбека Седакова, да, на этом турнире этого года. Олимпийский чемпион. Очень много болельщиков из-за афиши турнира, да, тоже спрашивали и интересовались о том, что приедет. Да, и Никита прошел ноги, но тут же попался на контрприем Ахмеда Усманова. Но, тем не менее, на времени Activity Time не хватило, да? Балл все равно Никита Сучков получает. И остается всего ничего, минута 25 секунд. Двумя словами, 1,5 минуты. Да, ну, отпитать 2 балла у Ахмеда Усманова будет крайне-крайне тяжело. Ахмед Усманов, как еще раз повторимся, да, лидер сборной России в данной весовой категории, чемпион мира, чемпион Европы. Чемпион России. Да, чемпион России. И Никита Сучков, дважды чемпион, да, Коркинского турнира и трижды серебряный призер. Тем временем, да, на ковре Б Анатолий Никитин и Дмитрий Куприн борются. Там счет 8-0. Дмитрий Куприн пока побеждает. Да, представитель Кемеровской области. Анатолий Никитин является бронзовым призером чемпионата республики, да, памяти Николая Аркадьевича Тарского. Молодой борец из Мегина Хангаласского УСА. В обойме данной весовой категории состоит в сборной команде Республики Саха-Якутия. Да, и концовочка нашего поединка. 30 секунд. 1-3 уступает Никита Сучков. Давайте посмотрим, что же придумает Никита Сучков против своего опытнейшего. Да, очень плотно работает сейчас Ахмед Усманов. Идет в атаку, не дает пространства для атаки.
Никите надо, ну тут... Нет, этот прием делать, ну как бы, не надо было, можно сказать, потому что, ну, все в концовке, да, этот прием делают. Да, что делать-то, ну, терять уже нечего было, пошел ва-банк, да? Да, победу одержал заслуженный мастер спорта России, чемпион мира Якутии России Ахмед Усманов, весовая категория 79 килограмм. И давайте перейдем на ковер Б, где борется наш земляк с красного угла Анатолий Никитин. Там тоже концовочка идет, Да. оказывается. Против оппонента Дмитрия Куприна из Кемерово. И останемся на следующей схватке на ковре, вот на этом же ковре. Будут бороться монгольский спортсмен Батбилгун Надамбат и Дмитрий Зайнединов с Красноярского края. Да, это будет категория 86 килограммов. Да. А в другой паре тувенец Бояр Сайхана Бады и Азрет Улимбашев. Ну, наверное, мы посмотрим, да, ковер Б. За борьбой Зайнединова, наверное, посмотрим. Да. Знакомый человек якутской публики, поклонникам якутской борьбы. Да, и Дмитрий Куприн выходит с Ахмедом Усмановым в финал весовой категории 79 килограммов. Так, многие, наверное, спрашивают, да, боролся ли Лев Павлов в полуфинале Рассадин, как выступил. Да. Да, мы хотим напомнить, что вот эти поединки, да, в полуфинале в категориях 57 килограммов и 74, они вынесены, да, в последней в программе. В качестве десерта, да, можно сказать. В концовке в качестве десерта, так что никуда не уходите. Да, эта практика очень широко распространена, да, можно сказать. Даже на чемпионатах России, которые проводились в нашей республике, когда выходил в финал наш прославленный борец Виктор Николаевич Лебедев, последним, да, выходил на ковер 57 килограммов и приносил победу, да, можно сказать, республике Саха-Якутия. И сегодня тоже организационный комитет турнира решили, что весовая категория 57 и 74 килограмма пойдут в конце полуфинальных поединков. Ковер Б просим включить. И давайте остановимся на ковре Б, уважаемые телезрители. Дмитрий Зайнединов, миллионер из Красноярска. Почему так называем? Потому что, да, 2 года назад на всероссийском турнире памяти Александра Крылова Зайнединов Дмитрий стал чемпионом в своем весе и вытянул, да, ребий. Там по традиции турнира Александра Крылова проводится лотерея среди чемпионов по весовым категориям. И Дмитрий Зайнединов, да, достал нужный билет, где он выиграл 1 000 000 рублей. Да, миллионер из Якутска, да, еще его рассказывали. Ну, между собой ребята там подшучивались. В прошлом году представитель бурятской школы борьбы, да, вроде? Да, получил. Тумен Бодиев стал миллионером. И нынче тоже, вот буквально после Коркинского турнира, да, через 2-3 недели тоже планируются всероссийские соревнования в памяти Александра Крылова. Да, я даже уверен, что Дмитрий Зайнединов тоже туда приедет. Может, даже возможно, останется, да, здесь на сборы. Совместные тренировки. По-моему, тренерский штаб после Коркинского турнира говорили, что ковры будут стоять, останутся и будут проведены совместные учебно-тренировочные сборы. Те, кто желает оставаться, наверное, останутся. И потом уже состоятся всероссийские соревнования памяти Крылова. И к сведению, да, уважаемые телезрители, вот этот 1 000 000 рублей собирают друзья, да, Александра Крылова. Те, которые с ним проводили время, с ним работали, с ним занимались, да, вот этим прекрасным видом спорта, вольной борьбой. Друзья собирают общий сбор между собой, и победитель, ну, тому, кто вытянул счастливый лотерейный билет, вручают 1 000 000 рублей наличными, да, на руки же вручают. А что касается призового фонда нашего турнира, турнира Дмитрия Коркина, он более 5 миллионов. Общая сумма. Да, чемпионы получают по 200 000 рублей, вторые призеры по 100 и третьи призеры по 75 000 рублей. Награжден будет и тренер, подготовивший чемпиона. 50 000 рублей. Да. 50 000 рублей.
Эксклюзивные медали, кубки, все на высшем уровне. Тут, к сожалению, да, для уважаемых наших телезрителей не видно сверху, да, экрана. Ну, возможно, в какой-нибудь момент просим показать, да, для уважаемых телезрителей. Для телезрителей, тех, кто сидят на трибунах, очень хорошо подготовили Большие экраны, большие экраны. где там табло, порядок выхода борцов, все очень отчетливо видно. Да. Впрочем, как на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Олимпийских играх. Да. В общем, ну, мне кажется, да, за последние 3-4 года, да, Уровень очень высокий. да, уровень организации очень вырос нашего турнира, оформление. Ну, все, да? Да. Я бы сказал, проводится очень такая слаженная работа. Я бы сказал, наверное, во главе Михаила Дмитриевича Пахомова, да? Да. Руководителя Центра спортивной подготовки. Ну и, конечно же, Министерства спорта. Ну а турнир проводится при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Да, и уважаемые телезрители, также, ну, те, кто не знает, но, наверное, нет тех, кто не знает, да, на экранах, на кинотеатрах Республики Саха-Якутия, да, фильм, посвященный памяти заслуженного тренера ЯССР, СФСР, СССР, заслуженного учителя ЯССР Дмитрия Петровича Коркина. Фильм выпущен под названием «Триумф» по-якутски «Өрегей». Максим, смотрел? Да. Да. Кстати, Ну, мы с тобой вместе, да, вместе были на пресс-показе. Да. Александра встретил тоже. Там тоже мы друг с другом этих переговорили, да, между собой. Хороший фильм, да. Хороший фильм. Стоит всем посмотреть. Кстати, да, вот очень философский же фильм. Да? Фильм уже получил первую такую, да, ну, признание. Да. В день проката он, ну, побил рекорд, да, по кассовым сборам. Надеюсь, будет еще больше. Те, кто не смотрел, уважаемые телезрители, просьба, да, можно сказать, взять с собой своих детей, своих внуков, да, потому что там иллюстрируются моменты, которые вот наши олимпийцы именно с детства, да, преодолевали. Для воспитания подрастающего поколения будет очень хороший фильм. Всем советуем пойти и посмотреть этот прекрасный, хороший фильм об истории, да, можно сказать, основанный на реальных событиях. Да, и мы очень далеко отошли от наших схваток, да, можно сказать. Перед вами Батбилгун Надамбат и Дмитрий Зайнидин. 1-1 пока. Ну, тут пока оба борца без технических действий. Да. Свои баллы они заработали за счет пассивности соперников. 1-1. На другом ковре сейчас рассмотрение челленджа, по-моему, идет, да? Тоже. Да. Бояр Сайхан Бады с красного угла, Республика Тыва, и из Красноярского края Азрет Улимбашев. Арбитром ковра работает наш тоже арбитр, судья международной категории Виктория Барашкова, мастер спорта России по вольной борьбе, воспитанница Николая Армановича Крылова. Опа! Монгольский борец очень красиво проходит. Мощно прошел. Оба! И хорошо защищается сейчас Зайнидинов, да. Да, если бы за руку очень так плотно взял бы. Я вижу, что Барашкова, да, показала 2 балла, но руководитель ковра и боковой арбитр, да, не согласились, не дали, да. Вот Дмитрию Зайнидинову чуть не хватило, можно было еще за руку чуть-чуть стянуть, тогда очень эффектная кочерга получилась бы. Но, тем не менее, счет остается прежним. Времени остается 44 секунды. По последнему, да, последней оценке Зайнидинов ведет схватку. Монгольский спортсмен очень крепкий, да, по-моему? В прошлом году в этом весе чемпионом стал Артур Наифонов. И хороший проход от монгола. Остается 15 секунд, но здесь, да, Дмитрий Зайнидинов неплохо защищается. Да, монголу хотя надо... есть еще время для 8 проведения... секунд остается. Нет, нет, или что? Опа! Вот тут здесь тоже такая оценка момент. будет. Ход дали, что ли, или что? Нет, ну тут
100% будет челлендж, Да. будет оспаривание действия. Если бы дали 2 балла Монголу, то бы красноярцы бы Да. бросили челлендж. Ну, В любой ситуации да. все решит челлендж, да, можно сказать. И судейский корпус. Ну, а борцы сразу по истечении, да, свистка, они пожали друг другу руки. Никаких претензий. Вот и повтор, дорогие друзья. Ну, бросок исполнял монгол, но очень хорошо, да, на контрприеме, да, подхватил руку Зайнеддинов. И такой спорный момент. Упал, между прочим, да, сам на себя, мне кажется, Да, можно монгол. сказать. Такая неожиданность. Не, ну тут, наверное, да, по нашему мнению, балл не дадут, наверное, да, борцу Ну, красного. мы послушаем, да, арбитров. Тем более, что здесь главным судьей работает Алексей Базулин. Алексей Николаевич Базулин, судья олимпийской категории. Ему помогает, да, Салтан Засеевич. Салтан. Сергеевич Да, Засеев. Сергеевич Засеев, который много-много раз работал в качестве главного судьи на наших турнирах. И на другом ковре Азрет Улимбашев уверенно ведет поединок. Времени остается 10 секунд, счет 10-2. И пока все идет к тому, что, да, у нас будет красноярский финал, да, в категории 80 Да. килограммов. Все идет к тому, но Да. дойдет ли нет, мы увидим через пару мгновений. Но в этот момент на ковре А Азрет Улимбашев, мастер спорта России, побеждает Бады, Бояр Сайхан Бады, и выходит в финал весовой категории 86 килограммов, в котором, между прочим, боролось 16 борцов. Да. Да, и результат данного поединка. Минута молчания, можно сказать. Напряженная такая минута. Да, ну сейчас судьи, арбитры, все вместе взятые, обсуждают, выносят вердикт вот этой Ну, ситуации. Представители монгольской стороны не согласны, по-моему, там. Да. Да, ну повтор сейчас показывается на большом экране. Да, ну победу дали, да, Дмитрию Зайнеддинову. И, уважаемые телезрители, завтра ожидает нас красноярский финал весовой категории до 86 килограммов. Ну а мы идем дальше. Мы идем дальше. Категория следующая, 92 килограмма. Мы посмотрим схватку Мухаммеда Тахира Ханиева, молодого дарования из Дагестана, против Кирилла Ирхутуева, еще одного, да, перспективного борца из Бурятии, который также борется и в своем традиционной борьбе Бухе-Барилдан, да? Я вот слышал, видел. И борется в такой дисциплине борьбы, как сумо. Кирилл Ирхутуев боролся и в Хапсагае, приезжал на турнир Хамаласка Хапсагая в Якутск на этом ковре. Да, а вторая пара это у нас Пшеничников Кирилл и Нажмудинов Гаджимагомед. Да. Ну, давайте, друзья, мы посмотрим другую пару, потому что, да, мы хотим показать вам вот Мухаммед Тахира Ханиева. Про этого борца многое рассказывали, да, в том числе и коллеги из Дагестана. Обратите на него внимание. Такой, если я бы сзади него посмотрел, да, таким беглым взглядом, то подумал, что это Абдул-Рашид Садулаев, да? В молодом возрасте, да? В молодости. Ну да, Ханиевых очень, по-моему, несколько же, да? Ханиев в этом году тоже становился чемпионом турнира Романа Дмитриева. Чемпион России по Да, молодежи. его брат борется за сборную Азербайджана, является первым номером. Да, и вот еще недавно их младший брат, по-моему, тоже становился чемпионом в престижном одном таком турнире. Точное имя забыл, к сожалению, но тем не менее вот
фамилия Ханиев очень широко известна, да, в борцовском сообществе. Да, И ну вот- будем посмотреть сейчас, Да. что из себя представляет Ханиев. Вот перед глазами промелькнула схватка Кирилла Ирхитуева с Владимиром Федоровым, да. Помните, вот, Александр, мы тоже с вами сидели Да. на Савсагае, и на ковре, центральном ковре, Владимир Федоров, наш тоже прославленный ботур из Нюрбинского района, боролся с Кириллом Ирхитуевым по борьбе Хапсагай и одержал победу. И вот в моменте промелькнул момент этой схватки, когда увидел, ну, как вот Ханиев, Хамед Тахир и Кирилл Ирхитуев в одно положение встали. Да, ну вот Магомед Тахир Ханиев тоже, наверное, уроженец Азербайджана, можно сказать. Опа! Опа! И Кирилл Ирхитуев 4 балла за этот бросок со стойки. Зашагивание сделал Да. хорошее. Да, тут, по-моему, помощь медиков, потому что у Кирилла Ирхитуева из носа пошла кровь. Сейчас врач, который обслуживает данный ковер, подойдет, и время, вот видите, на врачебное вмешательство выделено 4 минуты, по истечении которого, если борец не выходит на ковер, то снимается соревнование, да, по-моему? Представитель команды Москвы. Также Магомед Намирхудинов. Да, и вот на ковре на правом углу, нижнем на правом углу ваших экранов тоже можете посмотреть не менее яркую схватку Константина Пшеничникова с Гаджимагомедом Нажмудиновым. Гаджимагомед Нажмудинов не является представителем данных соревнований Дагестана, а является представителем Московской области. Опа! Да, Ханиев. Ханиев очень хорошо. Опа! Второй раз. Видите, да, вот первый взял, упустил, и второй раз сразу же проходит и зарабатывает свой нужный балл. Да, ну, судья Джулсан Сивцев отдал. Нет, все-таки 2 балла. Сказал он 1, но Ханиев, да, потихоньку начинает наверстывать упущенные свои баллы. И уже 7-4. Не успели мы оглянуться, дорогие друзья. Да, уже половина сегодняшних борцов, можно сказать, отборолась. Это уже вторая половина уходит. Как всем известно, 10 весовых категорий борются в полуфинальной стадии соревнований. Из них 5 пар уже отборолись. И вот перед вами 6-я пара. Ханиев берет скрестный захват. Еще 2 балла зарабатывает. И счет становится 11-4. Ну, первый период еще даже не завершен. Полминуты остается до конца первого периода. Ну, тут тоже второй раз вмешиваются врачи. Кровотечение из носа. Во второй раз повторяется у Кирилла Ирхитуева. И вот, кстати, к слову, в турнире всероссийском Хангалас Хавсагай тоже очень много раз, когда Кирилл Ирхитуев выходил на ковер, сталкивались головой. И очень много раз врачи вмешивались из-за кровотечения из носа. Ханиев ждет своего соперника в центре ковра. И вот перед вами наши уважаемые телезрители. Все ждут и ждут, можно сказать, якутских борцов полуфинальных поединков. И у нас остаются 4 борца, которые представляют якутскую школу борьбы. Это Виктор Рассадин, Лев Павлов, Никита Хабаров и Максим Толмачев. После этих схваток выйдут на ковер и
будут оспаривать право за выход в финальную стадию 15-го международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина. Так, ну, наверное, пора и рассказать о программе завтрашнего дня, воскресного дня, 20 октября. Утешительные схватки состоятся в 11:00. Финалы начнутся тоже, как и сегодня, в 18:00. Дорогие поклонники борьбы, 18:00. Главные золотые финалы. Также завтра состоится в 16:00 презентации книги тренера Владимира Яковлева «Тусту Аргыстах Алох». Это жизнь, озаренная спортивной борьбой. Презентация состоится здесь же, в Триумфе, на 3-м этаже блока С. Так что, кому интересно, можете подходить. Да, очень хорошее освещение программы. Ну, наверное, очень много тех, кто не в курсе насчет программы. Сегодня тоже как раз вот возле трибуны проходил и спрашивали, а торжественное открытие с 6 будет, спрашивали. Очень много человек. Я говорю, ну, я точно не могу сказать, потому что это на усмотрение оргкомитета постоянно бывает. В любой момент могут поставить открытие торжественное, да? Но Да. в это время счет 13-4. Ханиев еще раз хотел сделать скрестный захват, но не получилось. Буквально балл отделяет от досрочной победы Мухаммед Тахира Ханиева. Да, на ковре Б победу одержал борец красного угла Константин Пшеничников. Тоже очень такой вязкий борец, который побеждал, кстати, таки нашего тоже Нюргуна Сергина один раз. На каком турнире, я точно не помню. По-моему, на чемпионате России. Сергин, да, сегодня боролся против Ханиева. Он ему проиграл и борется через утешительные схватки за бронзу. Нюргун Сергин. Сейчас уходим на перерыв небольшой, потом вернемся. Максим Толмачев, Красноярский край, Егор Бельский, Воронежская область. Mat B. Participating Максим Толмачев, Красноярск край, Егор Бельских, Воронеж Region. Уважаемые телезрители, уважаемые жители республики и гости столицы, перед вами для тех, кто только-только подключился, хочу проинформировать, идет прямая трансляция международного турнира, который проводится в 15-й раз в памяти заслуженного тренера
Якутская АССР, РСФСР и Советского Союза, заслуженного учителя Якутской АССР Дмитрия Петровича Коркина, нашего великого человека. И проходят полуфинальные поединки. Уже 6 пар в весовых категориях отборолись. И перед вами схватку проводят борцы весовой категории до 97 килограммов. Воспитанник Якутской школы борьбы, уроженец Аллаиховского района республики Максим Толмачев, который тоже очень долгое время, в школьные времена, являлся воспитанником республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, которая носит имя Валерия Петровича Керемясова. С красного угла борется. Ныне он представляет Красноярский край, проходит ежедневные плодотворные тренировки в Академии борьбы Дмитрия Миндиашвили. И его соперником вышел представитель Воронежской области Егор Бельских, который, к слову, одержал победу в предварительных поединках над нашим тоже одним из сильных борцов республики Никитой Сафроновым. Поэтому такая тоже принципиальная схватка проходит. Максим Толмачев и Егор Бельских. Activity Time у Егора завершается. Балл борцов в красном Максиму Толмачеву. И в это время Егор Бельских проводит очень хорошую такую атаку. Сперва подхватил ногу, поднял его на средний этаж и с переводом на вторую ногу заработал 2 балла и уронил соперника. Счет моментально становится 1-2. До конца первого периода остается 45 секунд. А на ковре, который вы видите на нижнем правом углу своих экранов, борется заслуженный мастер спорта Российской Федерации Магомед Курбанов, который представляет Российскую Федерацию, в частности Республику Дагестан. И с синего угла борется заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, участник Олимпийских игр Александр Гуштын, серебряный призер Европейских игр, которые проводились в Баку и в Минске. Тоже достаточно такой лидер, можно сказать, в данной весовой категории. Очень многие любители борьбы, наверняка видели, как Александр Гуштын борется на равных с нашими лидерами сборной России. Это Абдулрашидом Садулаевым, это и Алиханом Жабраиловым. И вот перед вами секундируют Максима Толмачева Евгений Аронов, а Егора Бельских, да, наш тоже прославленный борец супертяж Аял Петрович Лазарев, представитель Республики Кыргызстан, 3-кратный участник Олимпийских игр. И самое наилучшее достижение, которое он совершил в вольной борьбе в своей карьере, это 5-е место на Олимпийских играх, которые проводились в этом году в Париже. Он там проиграл за 3-е место прославленному борцу из Грузии, чемпиону мира, Европы и Олимпийских игр Тахи Акгуль. Из Турции, да. Из Турции. И оба в тот же момент, завершили свои спортивные карьеры. Да, оба повесили борцовки свои повесили. Сняли, борцовки прямо на ковре. Максим Толмачев. В последние годы, насколько я знаю, Максим тренируется в Якутске. На этом турнире он представляет Красноярский край, куда он уезжал на некоторое время. Да, в частности, там учился, наверное, в Красноярском университете. И, к слову, про борьбу Хапсагай. Максим Толмачев является финалистом абсолютного первенства игр Манчары, которые проводились в 2021 году. Он там, к сожалению, потерпел поражение борцу нашему тоже молодому, супертяжу, который борется в тяжелых весовых категориях, Даниилу Иванову из Хангаласского района. И является серебряным призером чемпионата мира по борьбе Хапсагай. Да, по борьбе Хапсагай. Серебряный призер, проиграл
в доли последних секундах нашему тоже мастеру спорта республики, многократному чемпиону турниров Николаю Николаеву, прославленный борец капсагаист, победил, когда оставалась 1 секунда до окончания схватки. 1,5 минуты остается до окончания поединка. Схватку ведет Егор Бельских. И вот достаточно тоже хорошую борьбу показывает данный борец на этом турнире. И в это время в нижнем углу вы видите, как Магомед Курбанов тоже очень хорошие технические действия проводит. Ну, наверное, Магомед Курбанов — это главный фаворит этой категории, явный фаворит. Чемпион России, чемпион Еригинского турнира. Да и сейчас Максим был хороший проход. Надо до конца. Нет, не получилось, да. Хотя еще время есть. Совсем чуть-чуть не 40 хватило. секунд, чтобы забрать 2 победные балла у соперника. Да, Максиму Толмачеву надо сейчас подобрать ключи к победе над Егором Бельских. Тоже очень такой сильный соперник появился на горизонте. Остается меньше 10 секунд. Максиму надо сейчас рисковать. Не надо застаиваться. И победу одерживает представитель Воронежской области. Боролся с синего угла Егор Бельских. И выходит в финал весовой категории до 97 килограммов. Ну, для меня лично это неожиданный исход поединка, можно сказать. Я когда увидел вот эти пары, я подумал, Максим Толмачев наверняка уже должен выиграть эту схватку и выйти в финал международного турнира. Но, увы и нет. Схватку победил Егор Бельских, а Максим Толмачев завтра поборется в бронзовом финале международного турнира. Вторая пара данной весовой категории — Магомед Курбанов и Александр Гуштын. Как я ранее говорил, 2 заслуженных мастера спорта России и Республики Беларусь оспаривают право выхода в финал международного турнира Дмитрия Коркина. Счет 4-0. Времени остается меньше минуты. И Магомед Курбанов в данное время, в данный период и в данный момент очень хорошо контролирует ход схватки. И он тоже в весовой категории, по-моему, 92 килограмма является тоже хорошим таким лидером Российской Федерации. Да, конечно. А Александр Гуштын, ну, всю свою карьеру, можно сказать, отборолся в весовой категории 97 килограммов. Призер чемпионата мира. Европейских игр. Да. И вот очень хорошо, да, прямо глаз радуется, когда на соревнованиях видим наших борцов, да, России и Беларусь в своем трико. Не в тех трико, которые нейтрального статуса, а именно вот с национальным колоритом, с наименованием государства. И победу по очкам 4-0 одерживает заслуженный мастер спорта России, представитель Республики Дагестан, лидер сборной России в категории 92 килограмма Магомед Курбанов. У Дагестана уже какой по счету финалиста? Абазгаджи Магомедов вышел, Ахмед Усманов вышел, Ханиев вышел, и вот Курбанов, 4-й финалист. Да. Ну, как всегда, да, впрочем, как и всегда. Да, впрочем, как и всегда. Сейчас, да, остановимся на ковре А, поскольку там будет бороться наша Момская скала, да, наша надежда в весовой категории супертяжей, Никита Хабаров и Остап Пасенок, да, Остап кемеровчанин, Пасенок, да, опытный борец, очень солидного возраста.
Остап и Никита Хабаров, если не ошибаюсь, они встречались на турнире Медведя Александра, да, в Минске в финале. И тогда кемеровчанин одержал победу. Сегодня Никите в домашних стенах нужно взять реванш. Никита провел сегодня 2 схватки, в которых одержал 2 победы. А Пасенок 1 раз уступил. Кстати, вот Шамилю Мусаеву. Да, Шамилю Мусаеву. Во втором поединке он победил соперника из Белоруссии, если не ошибаюсь. Да, напомним, что в данной весовой категории их было очень мало, да, 7 человек боролись. И, как вы все знаете, в тех весовых категориях, в которых мало количество участников, проводится круговая система. Ну, здесь не круговая, да, а по группам они выступают. Группа А, там были Хабаров, вместе с Хабаровым были монгол Балдо и Михаил Нестеров, который, кстати, да, тушировал того же Балдо. Тем временем Шамиль Мусаев, да, чемпион турнира прошлого года в категории 97 килограммов. А в этом году он перешел на 125 и победил Михаила Нестерова очень быстро. Чем за минуту 37 секунд потребовалось Шамилю Мусаеву, чтобы одолеть досрочную победу над Михаилом Нестеровым. И 5-й финалист Республики Дагестан выходит в финал международного турнира. Впрочем, они в пятером и приехали, да? Да. Из Республики Дагестан. Так, вышли в финал. Никиты Хабарова сейчас стоит архисложная задача. Соперник очень серьезный, сильный. И изучивший, можно сказать, Никиту Хабарова от А до Я, да, можно сказать. Не раз же, по-моему, они встречались. И тут уже Никите надо менять тактику борьбы, подход, к которому, ну, постоянно идет Никита Хабаров. Да, ну, наверняка, да, с тренерами изучали. И сейчас, как говорится, будем посмотреть Никита Хабаров и Остап Пасенок. Да, я видел сегодня 2 схватки Никиты против монгола и Михаила Нестерова. Он работал, скажем так, 2-м номером. Ну, ловил соперников на ошибках. Да. Ошибется ли Остап, сказать трудно, да, но посмотрим. По крайней мере, сейчас, да, остается несколько секунд, по истечении которых Никите будет присужден 1 балл победный. Да, и, к слову, о достижениях наших супертяжей, да, самый титулованный наш супертяж — это, безусловно, Аял Лазарев, да. После него я считаю, что самый титулованный супертяж, наверное, является Никита Хабаров. Да, ну, свой главную медаль пока он завоевал в этом году, в январе. На Ярыгинском, да? Завоевав бронзовую медаль, да, международного турнира. Мы там все радовались, гордились Никитой. Вот на международном турнире того же Медведя, да, в тройку призеров вошел. Дважды, да, по-моему, Да, еще. в финал выходил еще. Международный турнир прославленных борцов 20 века проводится в Республике Дагестан. Он также в тройку в этого соревнования вошел. И вот таким медленным, но верным путем Никита Хабаров постоянно радует своих болельщиков. Ну, это вообще престижно, когда супертяжи входят в тройку каких-либо соревнований. Это очень радует якутских болельщиков, поскольку издавна сложился такой стереотип, где наши якутские борцы борются только в легчайших весовых категориях. Надо напомнить, что одним из зачинателей, да, ну, в современной истории вольной борьбы у тяжей Якутии является, да, Иван Николаевич Сивцев, которого не стало вот буквально на прошлой неделе. Во вторник его похоронили в родном селе Бейдинге у Салданского улуса. В понедельник прошла, да, церемония, да, панихида прошла в училище Олимпийского резерва, где он работал, трудился. Да, безусловно, Иван Николаевич Сивцев воспитал целую плеяду борцов тяжей, да, которые добились немалых высот не только на российских уровнях, на российских соревнованиях, но и на международных уровнях. Очень много борцов. Да, и участие вот Аяла Лазарева в 3 Олимпийских играх — это во многом, да, заслуга Ивана Сивцева, который в него поверил.
Да, и тем временем Остап Пасинок ведет схватку со счетом 2-1. Осталось уже меньше 2 минут. Никите Хабарову надо что-нибудь путное придумать, осуществить эту путную цель и добиться успешного выполнения приема. Ну, счет 1-2 это рабочий счет, Да. скажем, да? Рабочий счет. Так что есть надежда. Минимальный разрыв. Ну, Остапу Пасенку, наверное, уже больше 30, наверное, лет. Никита Хабаров молодой борец, если не ошибаюсь, 2000 года, да? Да. Опа! Еще раз Остап Пасенок проваливает Никиту Хабарова на его действии и выходит за спину и зарабатывает минимум от этого действия. Счет 3-1. И вот с угла борца синего трико кричат бал и бал за уход. Ну, да. Там, наверное, ну больше не уход был, а по амплитуде. Опа! Еще 2 вот балла. здесь уже серьезная заявочка на финал. Вот. Предупреждение дали Никите Хабарову за уход с ковра. Ну, тут важно заметить то, что Пасенок очень хорошо проваливает Никиту, когда они обоюдно совершают действия. Очень грамотно так проводит контрприем и добивается успешного выполнения приема. Никите надо не только работать, да, вот как у нас в народе говорят, толкаться, да, а делать какие-то действенные приемы и осуществлять эти моменты, вот, какой-то успешный результат. Ну вот, тем временем времени остается совсем чуть-чуть. Счет 6-1. Причем еще одно предупреждение у Никиты Хабарова. И, к сожалению, свисток прозвучал. Счет 6-1. Ну а мы напоминаем, что, дорогие телезрители, никуда не уходите. Самое интересное у нас впереди. Две полуфинальные пары остаются в категории 57 килограммов. Мы любим называть вот эту категорию якутским. И 74 килограмма королевский вес, где выступит также наш Виктор Рассадин. Да, очень яркие поединки нас ожидают, уважаемые телезрители. Поэтому давайте все вместе дружно соберемся перед экранами и будем сильно и крепко болеть за наших ребят. Тут уже смена судейского корпуса происходит постепенно. В это время вы видите на своих экранах повторы, самые яркие моменты вот прошедшего поединка между Остапом Пасенком и Никитой Хабаровым. Итак, диктор объявляет о выходе на ковер борцов весовой категории 57 килограммов. Лев Павлов, дорогие друзья, надежда якутских болельщиков. В этом году Лев Павлов выступил очень прилично, очень хорошо. В начале, да, он выиграл почти все старты, да, свои, в своем возрасте. Выиграл первенство России, потом первенство Европы, потом, да, становился серебряным призером чемпионата России. Предолимпийского чемпионата, да, России. Затем было серебро на первенстве мира среди юниоров. Очень много выступал. Допустим, в предыдущие годы, да, если мы спрашивали, почему Лев нигде не выступает, то теперь почему Лев слишком много борется, да. Ну, болельщиков якутских можно понять и не понять тоже. Ну, у нас действительно очень много таких болельщиков, которые всем сердцем и душой переживают за борьбу. Конечно, да. Даже слишком сильно переживают за борьбу и за развитие борьбы. Ну и вот очень многих якутских болельщиков тоже
ставили такой вопрос о том, что почему он не пошел на схватку-прикидку с Юнусом Евбатировым. Ну, там тренерский состав очень хороший такой ответ дали о том, что, ну, вот как мой коллега тоже Александр сказал, очень много стартов было у Льва Павлова, очень много раз вес гонял, да? На чистые 57 гонять это сложно. Поэтому, ну, решили, что в этом возрасте он пока что нормально себя проявляет. Да, но зато мы видим, да, Льва Павлова здесь при родных болельщиках, в Якутске, в триумфе на турнире Коркина, где он дебютирует. Да, на Коркинском турнире. Да, соперник его Егор Евловский, тоже молодой борец, младше Льва. Родом он из Мегино-Хангаласского улуса, но да, воспитанник Чурапчинской школы борьбы. Прошел неплохих борцов, в том числе и сильного сейчас монгола прошел, а во втором круге Жаргала Баяндуева выиграл Егор Евловский. Да, очень много таких экспертов говорили, что выйдет именно Жаргал Баяндуев, да? Нет, наверное, его брата имели в виду. Баира Баяндуева, да. Но Жаргал тоже очень хороший борец. Да, и на нижнем правом углу ваших экранов тоже борется борец с красного угла, представляющий Республику Тыва Аяндай Ондар, и борец синего угла, монгольский спортсмен Мунх Эрдене Батхуяк, который также является фаворитом данных соревнований, да? Да. Да, ну, путь Льва Павлова был следующим. В первом круге Лев со счетом 10-0 он победил молодого борца Яна Васильева. Во втором круге он встречался, да, с одним из лидеров нашей команды Федором Постниковым. Та схватка завершилась, ну, не такой результативной, как того хотели болельщики. Счет 1-1. Оба балла по предупреждениям, но по последнему, да, выиграл Лев Павлов. Потом Лев Павлов боролся, да, в 1/4 финала с Кежиком Седеном. Борец, ну, если я не ошибусь, если скажу, что он один из лидеров, да, категории. Занял 5-е место на последнем чемпионате России. Кежик Седен. Того борца Лев выиграл 4-0. Кежик Седен является очень результативным борцом. Он борется не только в весовой категории 57 килограмм, но и в весовой категории 61 килограмм, да? Очень результативно. На последнем чемпионате России среди студентов тоже вошел в тройку призеров Кежик Седен. И вот именно фаворит сборной Республики Тыва тоже Кежик Седен. Поэтому Егор Евловский победил очень хорошего такого крепкого борца. Итак, второй период. Ну, Лев 4-0. Достаточно уверенно. И предупреждение, да, у Евловского. Да. И вот, к слову, о схватке и прикидке с Юнусом Евбатировым. Лев Павлов же очень много раз с ним встречался и постоянно побеждал, да, Евбатирова. Можно было поехать тогда, получается, в Албанию, да? А нет, это где будет, по-моему, до 23. Ну, мы особо так не наблюдали, да, за этим соревнованием, поскольку там от якутских борцов вроде никто не заявлен. Мог бы поехать Лев Павлов, но тренерский состав решил, и мы видим сегодня Льва Павлова на международном турнире Коркина. Ну, Лев Павлов проводит уже 4-ю свою схватку и пока не отдал соперникам ни единого балла. Пока так. Защита у Льва надежная. Ну, по предупреждению дал, получается. Да. Ну, технических таких не было. Лев Павлов. Остается 2 минуты. Уверенно контролирует ход схватки Лев Павлов. Многие, наверное, ждали, да, приезда в Якутск Начина Монгуша, которого Лев выиграл в 1/4 финала чемпионата России. Да, с Монгушем они тоже не раз встречались. Молодежь до 23 лет в финале России тоже проигрывал. 6-6, по-моему, 6-5. Да, очень тоже валидольная схватка прошла. И вот долгожданный реванш нынче в этом году. Очень красивым амплитудным броском кочерга. Да.
Лев Павлов одержал победу. В полуфинале, да, по-моему? В четвертьфинале. А, в четвертьфинале. В полуфинале Сами Лев Хасан. выиграл, да, Мусу Мехтиханова. Ну, очень сильного соперника. Да. Мехтиханова, считаю, да. Герман Степанович Кантуев даже радовался же. Он говорил, что я их отца не выигрывал. Его да, и да. воспитанник сейчас. Было дело, было дело. Поквитался за меня. И вот такие интересные факты тоже происходят в вольной борьбе, дорогие друзья. Поэтому следите за новостями, следите за выходами очередных постов в социальных сетях. Очень интересно бывает не только про борьбу, но и в целом вот такие происторические факты, которые были. Так, ну Лев держит уровень, да. Да, в центре ковра стоит. Повел в счете 4-0 и дает побороться и сопернику. Тем временем, да, неожиданно для меня соперником, возможно, да, Льва Павлова Монгол. может стать монгольский борец. Мунх Эрдене Батхуяк. И вот к сведению, да, к слову, перед началом турнира по сетке, да, я посмотрел, или там какая-то опечатка, или так, ну, с первым сеянным поставили Льва Павлова, вторым сеянным именно монгола поставили, самый нижний. Ну, значит, они не прогадали, да? Не прогадали, по-моему. Организаторы и судьи не прогадали. Да, время завершилось, и под гул трибун, под аплодисменты Лев Павлов выходит первый раз, да, в своей спортивной карьере в финал международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. Поздравляем! Лев благодарит болельщиков. Ну, не всегда Лев борется красиво, да? Он более, скажем так, прагматичен. У него очень зрелая борьба. Да, поэтому... Человек молодой, но борьба очень зрелая. Да. Просчитывает все свои ходы, все ходы, все шаги. Если я вот это сделаю, он это сделает. Он очень хорошо анализирует. И вот даже когда он дает свои интервью, да, он очень хорошо анализирует, прежде чем что-то сказать. И вот потом только. Да, и смотрим, вот монгольский борец уже ложит почти на лопатки. Да, очень крепкий борец. Андара. Вот с Аяндаем Ундар Лев Павлов боролся на боролся. чемпионате России. И выиграл очень уверенно. 5-0, Да. 5-0, по-моему. Мунх Эрдене Батхуяк. Против этого мощного монгола выйдет завтра, будет бороться наш Лев Павлов. Да, и как говорится, увидимся в завтрашнем дне, да? Да, будет на что посмотреть. Да, будет. Ну, а впереди у нас сейчас последние схватки, последняя весовая категория. Королевский вес, дорогие друзья, которого, ну, 74 вес, многие так называют, и неспроста. Даже турнир проводится, да, ну, проводился один раз в этом году. К-74, да. королевский и самый престижный вес. Впрочем, в нашей борьбе Хавсагай тоже 75 килограммов является таким самым королевским, наверное, весом. Да, здесь пары вы смотрите: иранец Али Карампур против Александра Балтуева. И наш Виктор Рассадин против Тамира Ишинимаева. Тамир Ишинимаев очень непростой борец, дорогие друзья. Победитель первенства России, участник, ну и призер, да, первенства мира и Европы. Да. Ну, в Европе он проиграл, по-моему, а на мире стал третьим. Да, и все, наверное, тоже ожидали вот эту схватку, уважаемые телезрители. С красного угла наш Виктор Рассадин, шестикратный победитель данного турнира. И вот сейчас как раз-таки посмотрим, доберется ли он. Ну, в 7-й раз вышел в финал, полуфинал, да, получается. И выйдет ли в 7-й раз в своей спортивной карьере в финальную часть этих соревнований. У Виктора еще есть серебро. Да, серебро. 8-й раз тогда. Да. Выйдет ли 8-й раз в финал. Посмотрим. И вот Тамир Ишинимаев, да, вот как Александр отметил, очень непростой борец, очень вязкий, своеобразный. Техничный. Да, техничный борец. Ну, непростой такой соперник, хоть он и молодой парень. Лидер молодежи данной весовой категории. По-моему, его до сих пор никто в России не может победить. Но вот согласно вот таким, ну, психологическим каким-то, наверное, да, психологически, может, неправильно подготавливается к соревнованиям международным. Увы, не получается ему выйти на высшую ступень пьедестала.
Ну, возможно, в ближайшие годы тоже вот этого парня увидим. Он очень себя, наверное, тоже хорошо проявит. Отрадно, что ежегодно и постоянно, можно сказать, выходят вот такие молодые проспекты в каждой весовой категории. И это радует всех. Что касается Виктора Рассадина, то это его первое выступление после Олимпийских игр, да? Прошло несколько месяцев, да? И даже стоял вопрос об неучастии Рассадина на Коркинском турнире. Я разговаривал с тренерами, да, тоже они говорили, возможно, бороться не будет, но в последний момент стало известно, что он заявился, за что мы очень все рады, конечно же. Кстати, вот, да, недавно случился такой неприятный инцидент, да, в Дагестане, в Хасавюрте, когда вот, да, сгорела гостиница, где проживали Виктор с тренером Артуром Константиновым. Сгорело все, лишние вещи, паспорта, документы, телефоны. К счастью, да, наверное, удалось восстановить при помощи тех же якутских болельщиков тоже. Да. Якутские болельщики очень так сплоченно к этому моменту отнеслись и очень такую большую поддержку выразили в адрес и Виктора Рассадина, и его тренера Артура Константиновича. Наверное, это еще, наверное, больше сил и мотивации передало Виктору о том, что его народ его не забывает, постоянно его поддерживает в любой трудной ситуации, то ли в трудной, то ли в хорошей ситуации. Все его поддерживают. И вот, наверное, причиной того, что он нынче... Так, да, немного перебью. Счет 1-1 стал. Виктор забежал за спину, но первым он вышел за ковер именно Рассадин. Так что судья монгольский, да... Очень грамотно даваться. Ну, не в пользу хозяина ковра, скажем, да, но зато объективно. Объективно, Но, тем не менее, счет 1-1 пока ведет Ишинимаев, и интереснее становится. И вот у меня очень интересная мысль подкралась вот незаметно. А вдруг причиной того, что принял участие Виктор Рассадин, могло послужить то, что приехал Евгений Жербаев, да? Можно сказать, соревновательный процесс в части золотых наград Коркинского турнира. Рассадина 6 медалей золотых, у Жербаева 5. Все идет к тому, что Жербаев, наверное, все-таки, да, возьмет 6-ю медаль. Ну, а про Виктора мы пока еще забегать не будем. Но мы уверены, что он заберет свое. Ну, за Жербаева тоже, наверное, не будем забегать, поскольку надеемся, что наш борец Костя Капрунов одержит верх. Извиняюсь, конечно же, за свои слова. Беру обратно. Ну, потому что, работа комментатора такая, очень много имени и фамилий, человек путается, поэтому не стоит воспринимать все штыки, постоянно путаешься, что сказать, потому что выходишь в прямой эфир, все, что ты говоришь, прямо сейчас выходит в ваши телевизоры, уважаемые телезрители, поэтому тоже стоит нас понимать. И очень яркий поединок также складывается на соседнем ковре. Там, да, счет 3-2 в пользу иранского борца. Я думал, что Федор Балтуев, Александр Балтуев, да, более чем уверенно возьмет свое, но не тут-то было, да, оказывается. Ну, иранцы это, можно сказать, пехлеваны, очень хорошие тоже вязкие борцы. Просто так они ничего не отдадут. Да, тут мне пишут на WhatsApp. Рассадин будет бороться в турнире памяти Александра Крылова. И велика вероятность того, что в его весе заявится и Евгений Жербаев. Вот такая интересная новость. Спасибо нашим коллегам. Ну пока, да, 1-1. Но тут Activity Time дали Ишинимаеву. И на нижних экранах тоже видите, как Александр Балтуев ложит на лопатки. На лопатки приемом ножницы соперника молодого иранца. И все-таки чистая победа. Александр Балтуев тоже такой очень своеобразный, с характером парень. Ну и вот тоже можно запутаться, поскольку это братья Федор и Александр Балтуеву. Федор, кстати, вот там и в углу сидит, наверное. Да, они
когда в молодом возрасте по юношам боролись, очень похожи были внешне. Сейчас вот еще их чуть-чуть можно отличить. Раньше вообще, как бы трудновато было отличить издалека, когда видишь, а сейчас уже более... Да, и кто же выступит в финале против Александра Балтуева? Мы узнаем через 47 секунд. Пока хороший шанс у Виктора Рассадина. Ну, уровень, да, Тамира Ишинимаева, мы уже в уровне убедились. Наш Виктор Рассадин, да, с трудом удается ему выйти вперед по баллам. Да, и перед вами, уважаемые телезрители, президиум наших соревнований, уважаемые гости турнира. Александр Иванов, Василий Гоголев, Семен Марфунов. Да, сейчас, даже несмотря на то, что наш Виктор Рассадин является, таким лидером, да, можно сказать, безусловным лидером считался к началу соревнований, и мы считаем его до сих пор, что, тяжелую вот такую оппозицию встречает в лице Тамира Ишинимаева, молодого парня. И Ишинимаев, да, сейчас пошел вперед. Да, Виктору сейчас нужно сконцентрироваться, не уйти в глухую оборону, самое главное. Да, и арбитр дает устное предупреждение Виктору. Секунд. Да, опасный момент был сейчас. Да, очень хорошие такие проходы делает. Очень активно сейчас работает бурятский вольник. Да, вот видите, уважаемые телезрители, очень, много времени осталось, и он начал работать. Да. Не в последние 15 секунд, а в последнюю хотя бы, полминуты. Да, держать надо. И победу. Это что такое? Да, это уже эмоции, да? Да, Тамир Ишинимаев. Да, видно, что у него амбиции бьют через край. Но за это ему тоже надо отдать должное, но всегда надо сохранять, уважение к сопернику, тем более старшему и тем более титулованному. Но, борцам, скажем, спасибо за такую концовку тоже, оживили болельщиков. И давайте увидимся завтра, дорогие друзья, в это же время, 18:00, золотые финалы и бронзовые схватки за медали Коркинского турнира 2024. Да, завтра в финальной стадии из якутских борцов будут принимать участие Александр Авилов, Константин Капрынов, Лев Павлов и Виктор Рассадин. То есть из 13 полуфиналистов 4 финалиста. Это очень хороший результат, я считаю, да? Да. И, уважаемые телезрители, сегодня прошли очень яркие соревнования. И перед вами хайлайты полуфинальных поединков. Очень такие яркие амплитудные броски. И увидимся завтра в это же время, в 6 часов. С вами будем смотреть и транслировать, комментировать схватки финальные. Очень яркие. И всех призываем тоже завтра подключиться в 6:00 и оставаться вместе с нами. До встречи!